Доброе утро, друзья. Эдик Хелшин. Так, сегодня я расскажу быстренько целый день, что я буду делать. Вот так, вкратце, понемножечку. Вот вышла в огород в 5 часов утра. Уже почти час я в огороде. Полила вот раз, два, три, четыре ряда полила пока. Вот шланг положила. Теперь уже вот солнышко уже высоко. И надо все-таки прикрыть огурцы, которые я вчера пересаживала. Я вам говорила, что я пересаживала огурцы. Вот пока поливались у меня вот эти ряды, вот видите, я их хорошо обильно полила, положила шланг и обильно полила. И вот по ходу уже, пока там поливается, я вот так вот направила свои огурчики, вот эти два ряда до конца. Все-таки добила их. Вот еще один остался. Но их приходится постоянно, друзья. Сейчас, минутку. Одной рукой я не справляюсь. Их приходится постоянно направлять. Потому что я их не привязываю же веревочкой, а просто направляю на вот эти шпалеры. И они уже вот сами цепляются усиками и идут вверх. Видите, вот я их направила. Подняла все с земли. Вот. И они вот, хватаясь за усики, будут идти уже сами в рост. Вот. Направила их. Весь ряд направила. Видите, уже междурядье опять сорняк прет. Надо будет опять полоть. Так, вот еще один огурчик остался, который я не направила. Вот так вот. Вот направить эти два ряда уже успела. Вот положила вот так вот шланг. И вода вот бежит. У меня огород под уклон. И она быстро пробежится. Теперь вот буду делать, подпушу быстренько один ряд вот этого моего болгарского перца, друзья, перед тем, как полить. И я вчера говорила, ну, кто не смотрел мои другие записи, мои другие публикации, скажу немножко о перцах. Видите, он у меня сидит маленький, в рост очень плохо идет. Но я их подкормила один раз коровиком. Чуть-чуть они вроде бы пошли в рост, но их надо еще подкормить. Скорее всего, или золой, или гуматом калия. Я сегодня их подкормлю, еще посмотрю, прочитаю, что и как. Потому что в действительности, друзья, я раньше перцы в принципе не подкармливала. У меня земля хорошая, чернозем, мне не надо было этого делать. Они росли хорошо, но в этом году перепады температуры и то, что посажены поздно, уже жара или что, я не знаю, если честно, я не агроном, а просто любитель. Не знаю почему, не могу сказать, но перцы не растут очень плохо, что горький перец, что болгарка, да и помидоры тоже сидят очень долго на месте. Хотя сейчас немножко тронулись они в рост, и перцы, и болгарка, и помидоры, вернее, и горький. Ну вот, в принципе, хоть я и не агроном, но я немного понимаю, что, видите, маленькие кустики болгарского перца уже обсыпаны и цветами, и вот, смотрите, перчиками. Я их вчера показывала. Но это, как говорится, не есть хорошо. Потому что перец будет, мне кажется, будет работать на плоды, в рост он не пойдет. И по моим понятиям, они останутся маленькие, плодов у меня будет меньше. Вот я сейчас быстро подпушу их, прежде чем буду поливать. И положу шланг для полива. И по ходу буду убирать вот эти перчики. Жалко, конечно, но я все-таки их уберу. Пусть будет так, мне кажется, будет правильно. Точно не знаю. Это у меня в этом году первый раз такое. Я не сталкивалась с таким. Но мне кажется, что если вот так вот маленькие перчики начали плодоносить, то рост их остановится и плодов будет меньше. Я лучше сейчас уберу плоды, а потом, наверное, у меня их будет больше. Тем более сейчас такой большой необходимости в болгарском перце у меня нет, по идее.
А в прошлом году, да и в других годах у меня в это время уже в 2 раза был выше болгарский перец. В 2 раза были выше помидоры. Они уже покрывали у меня в прошлом году вот эти вот колышки, которые для них прибиты. Вот. Ну, в этом году вот такой вот год, друзья. Не знаю, как даст Аллах, так и будет. Вот так вот. Раньше, когда я сажала по многу огурцов, друзья, и помидоры, перец и все остальное я сажала вот, чуть-чуть побольше, но не так много. А огурцов сажала много. Сажала и почти полгектара, и весь огород иногда засаживала, чисто на продажу. Тогда у меня был капельный полив. Покупала шланг такой капельный, специальный. Там много возни, штуцеры такие, разные штучки. И поливала капельным шлангом. Это было очень удобно, друзья. Ночью открыл краники, и до утра капает. То, что прокапало. Правда, тогда вода шла плохо, и поэтому не так уж быстро и капала. Ну, а потом, когда вставала на утренний намаз, закрывала те краники, которые у меня капали, и потом открывала другие, чтобы прокапаться другим. И было удобно, если честно. Но в этом году я не могу позволить себе купить капельный полив, шланг капельного полива, потому что, не очень-то дорого, но тем не менее не могу себе это позволить с моими долгами. Я говорила, что у меня долги, мы 3 года с ними расплачиваемся. Ну ничего, алхамдулилlah, в этом году, надеюсь, расплатимся. И уже можно будет не так сильно экономить, как я стараюсь экономить. Конечно, можно было бы, наверное, еще больше экономить, но не знаю, не получается мне более экономить. Ну, вот так вот. Дальше покажу, что буду делать. Сейчас быстро пролью эти 2 ряда. Поливаться будет он сам по себе. Он уже довольно далеко вот потекла водичка. Благо дело у меня огород, я сказала, уже в наклон. Сейчас быстро подпишу свои перчики. Дальше покажу, что я буду делать. Так, друзья, это мой огород палисадники сад 2 в одном. Я уже показывала в одном видео его. Кто не смотрел, повторюсь. Это огородик у меня там, где вот на участке, где мой дом. Тот огород у меня на втором участке. У нас 2 участка земли. Мы их когда еще покупали, чтобы поделить на 3 участка, на 3 сыновей. Вот один участок у нас на 10 сотках земля, дом на этой земле. Это уже задний двор, получается, и огородик. Сад, огородик маленький, небольшой. Я тут раньше сажала малину, как я уже говорила. Но малина у меня вот через 12 лет полностью почти. Не полностью, а уже года 2 как выдохлась. Но в этом году вот они у меня в некоторых местах малина сама по себе зашла. И даже вот с одного кусочка я в этом году собрала 1 день кружку, потом 2 кружки. И в принципе, вот теперь тоже понемножку по пялке собираем, но мало их просто. А раньше у меня было много малины, я продавала. Даже через день я собирала килограмм 8-9, иногда даже 10. Не знаю, вот то, что сейчас взошло, в этом году вот под деревьями взошла малина, вон по заборчику вон рядом. Там раньше где была, но здесь из-за того, что я вот в середине, видимо, копала и что-то сажала, поэтому она уже не взошла. Но вот осенью хочу ее все-таки пересадить везде, вот где вот сейчас у меня вот цветочки. Это, скорее всего, я посажу малину. Или на тот огород перенесу, там посажу, посмотрим. Просто мне нравится, когда цветы. Я очень люблю цветы. Я просто, даже вот когда что-то у меня вот в голове перевернется, я начну думать обо всех этих своих проблемах. И вот смотрю на цветы и успокаиваюсь. Вот такая вот успокоительная терапия у меня, когда смотрю на цветы. В этом году и цветы, однолетки, которые были мной посажены, я уже говорила, побила градом, их уже нет в этом палисаднике. И здесь я еще вот сажаю, и опять-таки повторюсь, кто не смотрел, наверное, что этот огородик у меня рядом с моей кухней. У меня кухня совсем сзади во дворе, я говорила, она сделана у меня из кладовки. И мне бывает удобно вот сюда вот заскочить,
нарвать зелень, нарвать укропчик, петрушечку, лучок. И вот такие вот вещи я сажаю здесь. Ну, понемножечку. Видите, маленькая грядочка лука. Просто сейчас стоит у меня полив, разбрызгивается вода, не могу тоже снять. И мне бывает удобно. Вышла из кухни, прям буквально под носом сорвала, что мне надо, свеженькое, и зашла и приготовила. В прошлом году я, правда, сажала грядочку здесь свеклы, грядку морковки, несколько перчиков, штук 10 помидорчиков, огурцы. Но в этом году такого ничего не сажала. Из лунок, где их много, там, где у меня все-таки есть огрехи, где не зашли семена. Вот так вот я иду, покажу вам. Вот, видите, огурчик вчера пересаженный, он, конечно, еще так болеет. Вот так вот, вот такими вот листами лопуха я их прикрываю. Буду прикрывать. Тут у меня штук 20, наверное, пересаженных. Вот уже я покажу. Вот так вот, видите. Вот так вот я их прикрываю от палящих лучей солнца, чтобы они у меня не болели. Но перенесли пересадку более комфортно. Вот так вот лопухов мне нарвал. Сын листьев лопуха, вернее. Сейчас я быстренько положу на них листочки лопуха. Уже солнышко все-таки вот только 6, даже 6 еще нет, а уже вот явно чувствуется, что будет очень жарко. Поэтому надо их прикрыть. Дальше я буду показывать тоже дальше, что я буду делать. Дальше я пойду сначала подаю корову. Ее выгоню, а потом уже опять вернусь сюда на огород и буду показывать дальше, что я буду делать. Так, ну все, пока. Вчера смотрела, в ютубе просматривала про цветы. И там вроде бы рассказывали, что петунью можно подкормить куриным пометом, и она хорошо пойдет в рост. Вот хочу вечером попробовать, посмотрим. И сделаю эксперимент. Так, друзья, вот, управилась дома. Ой, надо было приготовить завтрак и сыну на работу, на обед. Он на обед на работу с собой носит. Приходится готовить. Приготовила, вышла. Пока я готовила, мой сын вот успел, мне младший, 3 ряда вот помидор, 2 ряда помидор и перчик мой полить немножко. Наверное, видно. Солнце прямо в глаза, я не вижу. Сейчас я буду показывать вам, если у меня получится одной рукой снимать, наверное, вот как я буду убирать эти перчики. Хотя вот сердце крови обливается, и не хочется их убирать, но все-таки видите, какой маленький кустик. А уже вот перчики. Вот смотрите, 1, 2 перчика. Еще цветочки здесь. Я все-таки их уберу. Так, вот так вот. Может, будет видно. Солнце светит в глаза, я не вижу, что я снимаю даже. Вот так вот, ножничками. И цветочек я даже уберу. Вот так вот. И этот перчик. Видите, жалко, конечно, но придется убрать. Видите, вот насколько маленький кустик, а уже вот перчик уже. Тоже придется убрать. Потому что все-таки перец будет уже работать чисто на зависть плодов. А в рост он не пойдет, а мне надо, чтобы он все-таки немного вырос. Так. Вот видите, уже 1 перчик, 2 перчика и цветочек. Я все-таки тоже вот, не знаю, как я вам показываю, солнце прямо в глаза. А с той стороны, если стану, то мою тень видно. Не снять. Надо было, конечно, вечером снимать, но я хочу до вечера убрать эти перчики. Ну вот как-то вот так вот. Как-то так, друзья. Вот так вот я буду убирать их. Пока они мне не нужны на этом кустике. Завязи цветов. Немножко уберу. И вот видите, на каждом кустике уже перчики. Просто у них возраст, конечно, такой, что должны быть перчики. Но из-за погодных условий они у меня не растут почему-то, не знаю. Вот видите, на этом кустике уже даже 3, 4, 5, 6, 7,
Вот. 5 я уже убрала, и я тут один большой тоже уберу. Ну все, и вот так вот, друзья, я буду дальше работать. Неудобно все-таки снимать и убирать эти плоды. Не знаю, делаю ли я правильно или нет, если честно. Я уже говорила, что я не агроном, но вот с моей точки зрения, мне кажется, все-таки это правильно. Я даже не успела и посмотреть, надо было в Ютубе посмотреть, можно ли, как ли это делать, но не знаю, просто нет времени даже просматривать что-то. Но я так решила, посмотрим. На эксперимент я один кустик оставлю, не убирая болгарку. Ну, в смысле, перчики не буду убирать с них. Один кустик оставлю маленький, и там посмотрим, который все-таки лучше пошел рост, с которых я убирала плоды, или на которых они были. Была ли какая-то разница. Ну, вот как-то так, друзья, так. На данный момент, вот сейчас быстро обработаю эти перчики, и потом уже мне надо выгонять птицу, потому что уже 7:30 утра. К 8 я их обычно выгоняю, утки уже кричат, хотят выйти, хотят пить. Жарко все-таки, уже солнце. Поливать тоже уже нельзя. Не успели мы все полить, полили только 2 ряда помидоров и перец болгарский. Капусту, баклажаны и горький вечером только польем. Опаздывают, конечно, сильно опаздывают полив. Ну вот, как-то так не получалось. Ну, вечером сын сегодня дома, у меня он польет, я надеюсь, без меня справится. А мне надо еще заняться, продолжить ремонт на кухне. В кухне уже почти идет к завершению, так что, может быть, скоро я буду снимать и как я готовлю. Так, пока. Потом буду снимать, как буду выводить птиц. Так, вот, друзья, закончила в огороде. На пока до вечера уже больше там ничего не буду делать. Обрезала перчики свои и полила сколько смогла, но не все. Уже жарко. И вот сейчас готовлюсь выпустить свою птицу. Вот тут вот у меня такой бассейнчик для них импровизированный. Выкопала ямку и пускаю воду. Утром пускаю, пока вот даю, пока поливаю. Она у меня чуть-чуть вот согревается. И выпускаю своих уток. У меня 2 партии уток и гусей. Одни старше, одни меньше. Вот пока им насыпала вот такую вот мешанку такую сделала. Тут пшеница и кукуруза с добавками, которые я добавляю. Мясо-костная мука, рыбная мука и немножко жмыха добавляю туда. И вот делаю вот такие вот влажные, ну, полувлажные мешанки для них. Иногда сыплю просто пшеницу сухую, но вот утром обязательно вот такую мешанку. Вот сейчас я вам показала, как я подготовила. Потому что держателя ничего у меня нет, телефон пока, и у меня не получается и делать, и снимать. Вот сейчас буду выпускать птицу и покажу вам. Сначала выпущу маленьких, чтобы они поели, потому что старшие им не дают есть нормально. Ну вот так вот, пока вот сейчас зайду и выгоню своих утят. Вот моя младшая группа гусят и утят. Выпустила их. Сейчас они поедят, попьют, и выпущу уже старшеньких. Потому что пока они не поедят, старшие им не дадут есть. Никак они у нас не подружатся. Просто были по отдельности, поэтому старшие все-таки воюют с младшими. Так, пойду теперь выпускать старшеньких. Так, а теперь вот старшие, видите, старшие как только выбежали, младшие убежали. Старшенькие все-таки не дают им нормально есть. Это старшая группа, вот у меня гуси постарше, которые, и утки постарше, которые. Купила их, вот им уже 2-3 месяц, что вот этим старшим, что гусятам, что утятам, а тем, которые помладше, им месяц с лишним. Хочу вот этих подрастить еще ну, месяц, наверное. Их зарежу и положу в морозилку и будем есть. И к этому времени подрастут помладше. Едят они, конечно, очень много. В принципе, не очень-то, мне кажется, и выгодно держать эту птицу. Так, пойду теперь выпускать цыплят. Так, вот, друзья, мои цыплята. Вернее, они уже, конечно, почти куры. Им 4 месяца.
даже чуть больше, около 5, по-моему. Потому что когда я их покупала, мне сказали, что им 3 месяца. И уже почти 2 месяца они у меня. Было их 20 штук. Как только я их купила, они у меня заболели. Вернее, скорее всего, ну, как он мне вез их, я с доставкой на дом позвонила, он мне их доставил. В тот день была такая погода жуткая, холодная, ветер, дождь, и он их мне привез в сетке на машине. Видимо, они простыли, и только он привез, уехал, они меня начали чихать и кашлять. Если было бы хотя бы немного у меня пожили, я подумала, что у меня заболели. Но они, видимо, заболели по пути. Тем более их вез, по-моему, издалека. И они начали чихать. Ну, я сразу же купила препараты им в ветаптеке. Начала их пропаивать. Они и сейчас нет-нет да подчихивают, но все равно уже все. Я их вытянула. Одного просто не спасла. Он у меня погиб. Ну, как сказать, погиб. Ну, сдох. Остальных 19, вот, как помашила, они у меня выросли. Правда, здесь очень много петушков, курочек мало. И поэтому мне надо, крайне необходимо, надо еще немного купить курочек, хотя бы 20 штук цыплят. Но никак не получается. Вот переживаю, что и сезон пройдет, поздно будет покупать кур уже взрослых. Я не смогу, они будут дорогие. Потому что вот такие вот уже курочки стоят 450-350 вот в таком районе, в таком плане. Я уже говорила, что у меня с финансами не очень-то хорошо, и поэтому вот как-то так. Вот в воскресенье завтра хочу поехать, купить хотя бы штук 20 цыплят, чтобы курочек было больше. А тут 9, получается, петушков и 10 курочек. Все-таки мало их, чтобы они мне яйцо давали. Так, вот так, девочки, мальчики, друзья, вот как-то так. Утро мое прошло, живность выпустила, в огороде полила, то, что надо, немного поделала. С молоком сегодня ничего делать не надо, потому что вчера пропускала, сегодняшнее поставила в холодильник. Сейчас уберу в кухне, просто приберусь, потому что посуду не убирала. После завтрака приберусь в доме. И мне надо поехать на рынок покупать стулья. По ходу, если я смогу, я вам покажу, какие стулья я купила и что там у нас на рынке немножечко. А потом к вечеру снова вернусь в огород. И вот сегодня, наверное, вот вы увидите практически мой целый день, что я и как я делаю. Так, ну вот, как-то так, друзья. Пока я не управлюсь дома, потом уже буду снимать на рынке, наверное. Так, друзья, я на рынке. Посуду не буду покупать, я просто так пройдусь. Пришла за клеенкой. Стулья я уже купила. Теперь вот буду покупать клеенку. Каких хотите видов. Сейчас выберу и куплю одну клеенку себе. Так, вот выбрала себе клеенку, друзья. Смотрите, выбор большой, конечно, выбрала так посветлее для своей кухни. Есть полотенчика интересные, но сегодня покупать не буду. Только чисто клеенку. Вот. Тряпочки. Полотенца, клеенки всех видов. Вот так вот, друзья. Пойду дальше покупать что-то. А 100 рублей будете я вам пиццу? Нет. Понравились, не смогу обойти. Да. Держите. Спасибо. Купила вот такие вот штанишки, ночки. И так для дома бегать. Друзья, вышла на рынок. Купить шторку себе на кухню.
Так, друзья, ну, добрый вечер. Я вам обещала сегодня показать мой целый день. Ну, целый день у меня не получится показать, потому что работы на кухне я не показываю. И как-то, знаете, вот поехала за стульями и забылась, и не сняла, как я покупала стулья, как, ну, в смысле, как мебельный магазин. Пришла домой, опомнилась, когда уже зашла на другой рынок, чтобы купить клеенку. А приехала домой, и мне сын говорит: мам, ну ты снимала? Я говорю: ты представляешь, я забыла, что я снимаю. И не снимала, не сняла в магазине мебельном. Ну ничего. В мебельный можно и так просто зайти и показать. Так. И показать стулья тоже не стала показывать стулья. Тут надо было заносить в новый дом, чтобы показывать то, что я покупала. Как-то разленилась. Жара была ужасная. Я даже не смогла походить по рынку, посмотреть. Мне еще нужны были кое-какие мелочи. Но просто не смогла, друзья. Это было что-то. Ну, 100% вчера градусов 40 у нас было. Я в этом уверена, потому что буквально я 10 минут на рынке не смогла походить. Прямо вот обливалась потом, потому что неимоверная жара. Выпила холодной воды, и, по-моему, у меня уже начинает болеть горло к вечеру. Ну вот, все-таки завершить надо сегодняшний день, сегодняшнюю запись. У нас очень плохой интернет. У меня вот каждое видео грузится, чтобы загрузить его в YouTube, около 5 часов. Так что то, что я снимала утром и на второй день, обычно, в принципе, вот то, что я показываю, у меня идет только на второй день, потому что идет очень большое опоздание за счет того, что плохой интернет. У меня нет антенны Wi-Fi-овской, и, в принципе, пока ее прокладывать у меня нет денег, придется вот так вот. Ну, съемки мои будут идти с опозданием на один день. Потому что пока я сниму, пока у меня сын его смонтирует, и мы его запустим, практически проходит уже сутки за счет того, что вот такой плохой интернет у нас. Ну вот так вот, друзья, хочу показать вам сегодня все-таки завершение своего огорода. Я сегодня здесь делать ничего не буду. Здоровье меня сегодня все-таки подвело. Нужно было еще много чего сделать, но не получается. Хотелось еще пересадить огурчики. То, что смогу пересадить, то, что не смогу подрезать, но сегодня нет, потому что все-таки здоровье действительно меня подводит. Вот хочу вам показать свой опыт, посмотреть, что же тут все-таки. Эти 3 ряда, вот видите, все-таки уже мне надо. И да, еще у меня вот закончились вот эти вот, ну, я их обычно называю колышками. Вот эти вот колышки, которые подвязываются, шпалера это. У меня было их в прошлом году аж даже на 7 рядов, но вот стали прибивать, извините. Оказалось, что на 2 ряда еще 2-3. Короче, мне их не хватает. Их надо подкупить. Опять повторюсь, извините, конечно, я не... Ну, просто в действительности пока просто нет денег. И уже могу опоздать, потому что, видите, огурцы уже высокие. Вот если бы я сейчас пустила их, ну, не пустила их, пока-то им не нужна, по идее. Но вот если я сейчас бы сделала шпалеру им, они уже сразу вот, мне их не надо было даже накидывать, вот сразу вот пошли усики, и они сразу бы кидались на нее и пошли бы ввысь. Поэтому вот, если я вот в течение 2-3 дней не куплю и не сделаю эту шпалеру, я очень сильно опаздываю, они пойдут по земле, это уже будет... И мне неудобно. И нет, я могу сломать веточку, потому что они очень такие же. Это же чисто вода. И мне придется вот так вот. Ну, может быть, завтра или послезавтра куплю и быстро мне сыновья сделают. Этого посмотрим. Мне сын обещал на завтра, что пришлет деньги, если получится у него тоже. Так вот, не знаю, сколько они в этом году стоят. Это все время стоит по-разному. И, скорее всего, у меня и этот шпагат закончится. Мне не хватит, придется купить. А этот один рулон этого шпагата у нас стоит 1000 рублей. Вот один мне я почти, ну, не весь, но там еще есть, но все равно мне не хватит одного. И второй большой мне тоже не понадобится. Или мне надо будет купить поменьше рулон, или, может быть, просто купить этот рулон, а уже на будущий год, кто будет жив, останется, будут пользоваться. Так, значит так, друзья, я хочу показать
эксперимент мой, что же у меня тут получилось. Прикрытые вот огурчики, видите, листом лопуха. Ничего, вот видите, не завял, значит, нормально. Было ему комфортно. Вот тоже. Ничего. Ну, на ночь я не буду его прикрывать. Так, а ну-ка. Так, а тут вообще сам по себе слез лопух. Я не думала, что они будут приживаться. Видите? Конечно, солнышко все-таки ожог сделало на листочке, который был виден. Но ничего, я даже не думаю, что это будет так. Короче, сегодня опять не смогу, но они уже большие, но ничего. Чем так подрезать. Это я уже сделаю, все-таки оставлю на сегодня, потому что действительно, друзья, не могу. Еще и простуда это. Так, вот, проверим и этот огурчик. Видите, здесь солнышко все-таки попадало, прожгло. Но ничего, ничего, я надеюсь, все-таки они оживут. Эксперимент вроде бы удался. Друзья, извините. В горле все-таки першит. Не знаю завтра, что со мной будет. Завтра мне надо еще ехать на свадьбу. Женится племянник моего мужа. Ну, двоюродной сестры моего мужа сын женится. А если бы родной племянник, то мне бы пришлось уже и сегодня, и вчера там быть. А это двоюродная сестра его. Хотя можно было бы и к двоюродной сестре поехать, но у меня не получается. Ну, до свадьбы поехать помочь. А на свадьбу завтра я поеду до Эндели. Так вот, друзья, вот мои огурчики. Все-таки, видите, я говорила, что они сами вот хватаются, сами привязываются усиками. Вот, видите, я их понаправила, и они уже сами, вот, видите, как усик торчит. Они вот так вот. Уже вот эти пасынки, которые потом идут, тоже надо будет поднаправлять. Вот все время надо с этими огурчиками работать. Так, и вы знаете, мне все-таки вчера, когда смотрела, или вчера, или утром, я уже точно не помню, на листочках огурцах все-таки был этот паутинный клещ был, и немного тулю я видела. И вот сегодня купила на рынке B58, у меня закончился, сын их попрыскает. Я, правда, действительно ничего не буду сегодня в огороде делать. Так, и полить он тоже обещал полить все. У нас там остается. С утра я не успела капусту полить. Остальное все было полито. 2 ряда капусты. Ну, он успеет и капусту польет. И вот опрыскивать будет от этой живности. Так, сегодня больше ничего на огороде делать не буду. Загоню свою птицу. Друзья, извините, я не буду снимать, как загоняю. И корову подаю. Просто у меня сейчас в действительности, по-моему, чуть-чуть даже температура поднимается. Не очень важно себя чувствую. Показать полностью день как-то тоже не получился. Но более-менее, в принципе, я вам показала почти весь мой день. Молоко мне сегодня тоже ничего с молоком делать не надо. Я его собираю. Обычно я 2 дня собираю молоко, и потом его или пропускаю через сепаратор, делаю сливки, или, если у меня есть какой-то заказ, делаю сыр. Ну, а сейчас мне надо собрать тоже. У меня был заказ, у меня есть заказ на сыр, на сметану и на творог. И уже соберу побольше молока, чтобы сразу этот заказ сделать. Заказ одного человека, и мне его нужно отдать. Сначала сделаю сыр, наверное, а потом уже, чтобы сливки свежая сметана, нужно уже в следующий раз. Просто у меня корова одна, а если честно, заказов много. Продаю я только излишки, которые у нас остаются, поэтому не очень-то получается много и продавать. Но хотелось бы, конечно, если бы у меня была еще одна корова, я бы смогла побольше себе заработать. У меня было, в действительности, раньше были времена, что и по 3, и по 2 коровы было. Было время, что и 5 коров я держала. Но в последнее время не могу, во-первых, не могу физически. Руки не имеют. Но хотя сейчас есть эти... Ну, можно же и аппаратами, конечно.
доить, если бы была, конечно, еще одна корова, хотя бы одна корова. Но ничего. Пока у меня нет возможности ни купить ни корову, ни аппарат. Так что будем пока довольствоваться тем, что есть. Ну вот как-то так, друзья. На сегодня я закончу свою съемку. Если завтра не слягу, что-то, мне кажется, простуда меня все-таки хорошенечко зацепила. Завтра тоже буду снимать. Но у меня есть несколько съемок, которые все-таки остаются из-за того, что у нас мой интернет очень сильно запаздывает и грузится очень плохо. И поэтому я могу и то, что снимала вчера и позавчера, закинуть. Потому что эти съемки у меня остаются и за счет того, что вот мне надо снимать с каждым днем. Например, огород уже я не могу задним числом вам показывать, потому что уже в огороде по-другому все будет на завтра, на послезавтра. Ну вот как-то так, друзья, на сегодня все. Бистя Ахилшин, спокойной ночи. Извините, если я что-то не так сказала. Снова повторюсь, ставьте лайки мне, подписывайтесь, пишите комментарии, рекомендуйте меня, друзья, своим друзьям и знакомым. Это для меня очень большое подспорье. Я буду очень вам благодарна. Так что вот как-то так.